Добрый день, уважаемые гости и участники сегодняшней конференции. Хош келдіңіз. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в рамках традиционных джумановских чтений. Посвящены они памяти Равиля Тимухамедовича Джуманова, одного из основателей ногайского движения в Нижнем Поволжье. Сегодня мероприятие будет посвящено наследию наших, так скажем, предков, да, а именно тема будет Нижнее Поволжье как колыбель золотоордынской цивилизации. В рамках сегодняшнего мероприятия мы также вспомним тех людей, которых с нами нет, но они внесли существенный вклад в реализацию вот этого ногайского проекта, возрождения ногайского этноса, ногайской идентичности именно в Астраханской области. Мероприятие проходит под эгидой национальной культурной автономии ногайцев-карагашей города Астрахани. Поэтому я, с вашего разрешения, хочу предоставить слово председателю национальной культурной автономии Рафику Жумаяновичу Абдуллаеву. Пожалуйста, Рафик Жумаянович. Салам алейкум. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего научного мероприятия, мои товарищи, соратники. Рад приветствовать наших гостей. Сегодня местная национально-культурная автономия ногайцев-карагашей города Астрахани и Астраханской области проводит в рамках традиционных джумановских чтений круглый стол на тему «Нижнее Поволжье как колыбель золотоордынской цивилизации». В работе круглого стола принимают участие гости из Москвы, Башкортостана, Калмыкии, Дагестана, Крыма и Астрахани. Высокий уровень участников круглого стола позволяет надеяться на то, что наше обсуждение будет серьезным, высокопрофессиональным, а встреча результативной. Мы постараемся, чтобы сегодняшняя работа была организована на высоком уровне. И главное, чтобы она принесла решение тех задач, которые мы ставим во главу угла. Они определены в повестке мероприятия, в темах докладов выступающих. Желаю вам всем плодотворной работы. И, как мы знаем уже, я очень рад приветствовать вас в Астраханском крае. Также когда-то здесь собирались наши отцы, предки и определяли часы нашей истории, как нам дальше жить. Я хотел бы предоставить вот в дальнейшем слово Амиру Амировичу Судернату, чтобы он вел. А для тех, кто опоздал, еще раз хотел представиться. Я являюсь членом избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии Красноярского района. Также член общественного совета при Думе Астраханской области, первый секретарь КПРФ. В дальнейшем желаю вам удачи. Уважаемые гости и участники конференции, сейчас пока народ собирается, мы немножко вспомним одного из тоже
подвижников, одного из тех людей, которые начинали совместно с Равилем Туймухамедовичем и с другими активистами ногайского движения. Именно вот возрождение ногайского проекта в Нижнем Поволжье. Мы сейчас небольшая такая вводная по биографии и деятельности Галиева Ривы Хамзеевича. А потом у нас здесь присутствуют близкие его родственники, и им тоже дадим слово. Так, более 30 лет прошло с того дня, когда на Астраханской земле родилось Ногайское национально-культурное общество «Берлик. Единство». Весомый вклад в начальное развитие этнокультурного движения Карагаш Ногаев внесли наряду с Джумановым Равилем Утимухамедовичем и другие не менее известные и уважаемые сыны и дочери нашего народа. Одним из них была такая интересная личность, патриот, человек с красивой душой и открытым сердцем, член общества «Берлик», юрист, заместитель прокурора Трусовского района города Астрахани Галиев Рива Хамзеевич из рода Туйрмалы. Родился 1 января 1942 года. Родился он в селе Сиитовка в большой дружной семье. Кроме него еще было 7 детей. Его родители, Хамза Галиевич и Гайша Мураталиевна, вырастили и воспитали своих детей в духе любви и уважения к ближним и к старшим, к труду и взаимовыручке, в любви к своей малой родине в лучших традициях ногайской семьи. Каждый из них, получив образование, определил свой жизненный путь, заняв достойное место в жизни. На сегодняшний день династия Галиевых насчитывает более 21 внука и 28 правнуков. Учился Рива Хамзеевич в Сиитовской средней школы, совмещая учебу с активным образом жизни. Отличник, хороший спортсмен, неизменный участник художественной самодеятельности, душа коллектива, первый помощник родителей по хозяйству, староста класса, капитан школьной и районной сборной футбольной команд. Окончив школу, стал студентом Бугульминского нефтехимического училища в Татарстане, который закончил с отличием. Далее служба в группе советских войск Германии. Высшее юридическое образование привело Риву Хамзеевича в Саратовскую государственную академию права, которую закончил он с красным дипломом. По направлению работал в Элисте, но его тянуло в родные края. Перевелся в Астрахань, обзавелся семьей и вместе с женой Франгизей вырастил и воспитал 3 детей. Занимал разные должности. Последнее место работы – заместитель прокурора Трусовского района города Астрахани в звании младшего советника юстиции. Как истинный сын своего народа, Рива Хамзеевич всегда тянулся к своим истокам. На базе школы номер 27 города Астрахани в микрорайоне Бабаевского он организовал ансамбль «Суюмбике», а впоследствии стал и сам солистом группы. Если на праздниках и вечерах с друзьями и родными не пелись ногайские песни, он очень расстраивался, невзирая на возраст, научился играть на домбре, искал и выдвигал таланты среди соотечественников, увлекался родной поэзией, зачитывался книгами Суюна Капаева, которого он называл патриархом ногайской поэзии. В его доме в разное время кунаками были Сиражиддин Батыров, Суюн Капаев, Рамазан Кириитов, Леонид Арсланов и другие ученые и общественники. Повезло ему и супруга, которая не только приняла увлечение мужа культурой, историей, фольклором ногайцев, но и стала его соратником, единомышленником. Соплеменники неспроста тянулись к нему, встречали понимание и достойный прием у него дома. Рива Хамзеевич был всегда обходителен и сдержан с аксакалами, с друзьями общителен и весел. Его просили оставить прокуратуру и полностью переключиться на работу в обществе «Берлик», на что он отвечал: «Вот скоро выйду на пенсию и тогда». Как юрист на конференции «Берлик» в ноябре 1990 года он выступил с инициативой: «Мы, юристы-ногайцы, будем вести работу по восстановлению в паспорте и других документах подлинной национальной принадлежности». В
Краеведческом музее города Астрахани после конференции о тюркских народах Поволжья Ревах Хамзеевич с болью в сердце говорил ученым-докладчикам: все забрали у ногайского народа, землю, государственность, язык, культуру. Оставьте хоть историю, не трогайте историю. У него был огромный авторитет среди ногайцев разных регионов. А сколько он мог бы сделать полезных дел на благо своего народа? Увы, 13 марта 1997 года, 55 лет, завершился земной путь Ревы Хамзеевича. Его нет с нами, но человек живет, пока его помнит. А пока живет память, не забудет и не будет забвения ему. Я хочу предоставить слово близким. Сегодня у нас присутствует племянник Альберт Равильевич и Нурия Хамзеевна, родная сестра. Пройдите, пожалуйста. Добрый день, доброе утро всем. Всем здоровья, мира на этой земле. Я самая младшая в семье, как сказали, нас было 8 детей. Из братьев он самый старший, еще перед ним еще двое сестры. И самая младшая я в этой семье, 8-я. Что я хочу сказать своего брата? Действительно, он был патриот, действительно, он был душевный человек. Он всегда любил весь народ, всех, как говорится, свою семью, своих братьев, сестер. Он всегда душу отдавал нам. И мы всегда гордимся им, что я горжусь, что у меня был такой брат. И сожалеем, что он очень рано ушел. И я думаю, что он действительно был бы жив, он бы сейчас много-много бы сделал нашему ногайскому народу, вообще всем. И я очень, конечно, сожалею, что так вот получилось. И просто еще то, что в памяти моей, в том, что он умер именно на мое день рождения. И так вот сложилась такая судьба. Вот. Всем вам большое спасибо, что вы его помните, чтите. Мы очень благодарны наша семья. Действительно, он был, как все это сказали, таким хорошим человеком. Я, конечно, не буду говорить. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие гости. Мы ждали это мероприятие, потому что знали, что моего дядю, я сын предпоследней дочери Румии Хамзеевны. В здравии она, в Лимане. Многое было сделано этим человеком. Я бы хотел пару слов сказать о его детях. Галиф Ромай Реваевич, много лет, это старший сын, 70-го года рождения, полковник юстиции, много лет отдал системе УФСИНа, сейчас он возглавляет УФСИН Карачаево-Черкесской республики. Не так давно назначили его на генеральскую должность, Алла Берсена Сабицея, уверен, будет генералом, мой брат. Вторая дочь Марьям Реваевна, она старшая медсестра Киевской нашей больницы областной, много-много лет она там трудится. И младший сын Марат Реваевич, я у него был свидетелем на свадьбе, он IT-технологии в компании МТС, тоже много лет трудится. Люди все пошли по закалке отца, в правильном пути, внуки, внучки, ну, чтобы их семья всегда жила, как говорится, в достатке и в благополучии. Но дело его не забыто, и сегодняшнее мероприятие тому доказательство. Мы идем правильным путем, и Алла Берсена Сабицея еще много-много будет хороших мероприятий. Большое-большое спасибо организаторам. Хлайпет. Так, теперь, уважаемые гости и участники сегодняшнего мероприятия, переходим уже непосредственно к научной части. Итак, первый наш докладчик, кандидат исторических наук, ведущий научный специалист МГИМО, член экспертного совета при ФАДН Российской Федерации Ярлыкапов Ахмет Аминович.
Тема доклада «Важность золотоордынского периода для истории Нагаев». Пожалуйста, Ахмед Аминович. Все нормально? Ага. Да. Ассаламу алейкум. Ну, доклад громко сказано. Я хотел бы выступить с сообщением, с небольшим. Вот. Очень рад быть на знаменитой нашей земле. Это доменная часть Золотой Орды. И это очень знаково, что вот наше сегодняшнее мероприятие проходит именно здесь, вот, где находились столицы этого великого государства и где вот, вся деятельность и происходила, собственно говоря. Вот. Для нагайцев золотоордынский период действительно является вот таким, что его трудно переоценить вообще. Вот. Мы, конечно же, гордимся нашей Ногайской Ордой, мы гордимся тем, что великое наше государство тоже оказало огромную роль на развитие истории в евразийском пространстве. Но мы с вами не должны забывать, что вот эта роль, великая роль Ногайской Орды, она как раз основывается на предыдущем золотоордынском периоде. Потому что практически вся деятельность ногайских биев, она основывалась на памяти той, о том, какую роль играли ногайские бии в золотоордынском государстве. То есть на этом и основывалась вся дальнейшая история, все дальнейшие взаимоотношения ногайских биев с ханами постзолотоордынских государств. Вы посмотрите, во-первых, основа основ наша, ногайская, наш эпос Эдыге. Вот. Он основан, собственно говоря, на золотоордынском периоде нашем, да, на памяти о Золотой Орде, о том, какую роль мы играли в этом государстве. Ну вот. И не случайно вот наш эпос, зародившийся в среде ногайцев-кочевников, он распространился среди большинства вот этого пространства золотоордынского. Не просто так это произошло, да? То есть, да, авторы мы, но эти идеи, которые в эпосе Эдиге были заложены, они были близки тем, кто вот тоже непосредственно вышел из Золотой Орды. И именно поэтому они распространились, именно поэтому они были близки, в том числе и тем, кто вот вместе с нами находился в золотоордынском государстве. Ногайцы, как вот такая кочевая мощь Золотой Орды, военная мощь Золотой Орды, они после уже даже распада Золотой Орды играли огромную роль именно военную практически во всех постзолотоордынских государствах. Да? То есть ни Казань не обходилась без нагаев, ни Крымское ханство не обходилось без нагаев, ни тем более Астраханское ханство не обходилось без нагаев. То есть государство распалось, да, вот ханы растащили, чингизиды растащили государство, да, по разным квартирам, но вот эта вот военная мощь, которую ногайцы составляли, она и продолжала играть роль даже после распада Золотой Орды. И вот это тоже очень важно. То есть для нас крайне важно понимать смысл, значение золотоордынского периода, не отбрасывать его. Да, мы, еще раз повторяю, очень гордимся нашей Ногайской Ордой, но тем не менее вот роль вообще ногайского компонента в Золотой Орде, и вот эту вот идею, смысл, что мы не просто выходим из Золотой Орды, да, не только ногайцы являются выходцами из Золотой Орды, но ногайцы являются в том числе и вот и были во время Золотой Орды, и даже после Золотой Орды были вот этим связующим звеном, которое соединяло вот эти вот распадавшиеся остатки. Практически в каждом постзолотоордынском государстве ногайцы играли огромную роль. Вот этот вот институт Бия, да, Беклербек, который
которым был Едыге, и память о котором оставалась, и на которую претендовали нагайские бии тоже. Это тоже очень большое значение имеет. Я думаю, что вот эти вот исследования, конечно же, будут важны, и нам, я думаю, надо, конечно же, обращать больше внимания на золотоордынский период, четко, научно обоснованно говорить о том, что именно нагаи были и являются вот прямыми наследниками Золотой Орды, и мы в первую очередь являемся теми, кто претендует на это наследство. И в том числе и такие важные моменты, помимо того, что вот эпос Едыге, например, да, который показывает как раз-таки в какой-то мере, можно даже громко сказать, первородство нагайцев, да, одними из первых приняли ислам, да, в Золотой Орде, и, в общем-то, огромное значение имели в распространении ислама в Золотой Орде. Именно благодаря кочевникам ислам распространялся по территории этого огромного государства. Вот. И вот эти вот воспоминания о том, что именно нагайцы распространяли ислам, я могу привести вам очень хороший пример вот по Северному Кавказу, который я изучаю. Вот. Во времена Крымского ханства среди западных адыгов ислам распространяли из Крымского ханства именно нагайцы. И об этом свидетельствуют и сами воспоминания, значит, адыгов западных, но очень хороший такой вот свидетель — это язык. Если вы посмотрите адыгейские названия мусульманские, они все нагайские. То есть даже вот у нас есть Кадыркеш, даже вот этот вечер, да, они называют по-нагайски Кадырчеш. Они даже не понимают, что это нагайское слово. То есть они говорят, да, вот мы так называем, перевод не знают. Но Кадырчеш — это Кадыркеш, то есть именно нагайское название. Вот. И как раз таки вот эти вот примеры говорят о том, что кочевники распространяли ислам и благодаря своей мобильности, благодаря тому, что они соединяли, да, разные вот эти вот части огромного государства, именно они и были базой и основой ислама в том числе. То есть и культурные моменты, и в культурном отношении. Да, мы, может быть, вот не вкладывали очень много в развитие материальной культуры, потому что основная масса нагайцев были кочевниками. Но тем, что мы спаивали, да, сплачивали это государство, и то, что на нас держалось это государство, это как раз и обеспечивало вот этот вот бурный рост материальной культуры в том числе. Ну, вот. То есть вот эти все моменты, мне кажется, нами, к сожалению, да, вот нагайскими учеными не раскрыты, и перед нами действительно стоят очень большие серьезные задачи изучения. И в принципе каждый народ должен знать свои истоки. Да? Наш исток в Золотой Орде, и крайне важно вот к этому истоку припасть и этот исток изучать. Вот. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Ахмед Аминович. Следующий. Да, вопросы есть к выступающему? Может, у кого-то есть вопросы? Нет, я спрашиваю просто у зрителей. Давайте зададим вопросы, если что есть. Человек приехал. Да. Если есть вопросы, задавайте. Продолжаем наше это мероприятие. Следующий выступающий у нас это Даниал Сейдахмедович Кадырниязов, доктор исторических наук, профессор, ведущий специалист, ведущий научный сотрудник отдела древней и средневековой истории Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук, заслуженный деятель науки Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики. Тема выступления Даниила Сейдахмедовича
взаимоотношения нагайцев с Россией во второй половине XVI века. Я это, чтобы особо не тянуть, буду читать. Взаимоотношения нагайцев с Россией во второй половине XVI века. Во второй половине XVI века чрезвычайно важное значение для России имело разрешение прибалтийского вопроса, установление нормальных экономических отношений с Западной Европой через Балтийское море. Российское правительство, понимая насущность необходимость данной внешнеполитической задачи, начало упорную 25-летнюю борьбу за расширение выхода в Балтийское море и прочное утверждение Прибалтики. Поводом для начала Ливонской войны послужил вопрос о так называемой Юрьевской Дании, решительно поставленной российской дипломатией во время переговоров в Москве в 1554 году с Ливонским посольством. В ходе этих переговоров был заключен новый договор на 15 лет, по которым Ливония обязалась выплачивать эту древнюю повинность России, но она не выполняла взятых обязательств. Кроме того, Ливония заключила союз с Литвой, явно направленная против России. Началась Ливонская война, которая длилась 25 лет. С самого начала, ее начала, Ливония это Лифляндия, сюда земли Ливов входили, это на территории современной Литвы и Эстонии. С самого ее начала в составе русской действующей армии находились нагайские отряды. Так, в ноябре 1557 года в Новгороде было сосредоточено 40-тысячное войско для выступления в Ливонию. В декабре армия подошла к Пскову. Этим объединенным войскам командовал хан Большой Орды Щеголей и князь Глинский. Рядом с русскими шли татары, нагайцы, в кавычках беру, черкасы, пятигорские, мордва и черемисы. В Ливонской войне на стороне России, сражения под Мильтоном, Ругодивом, Перновым и других местах приняли активное участие нагайцы. В Никоновской летописи под 1563 год упоминается, по передовом же полку нагайские мурзы, Тахтар Мурза, Тимир Мурза, Булат Мурза, Уразлиевый дед и иные многие мурзы и казаки нагайские и крымские, которые государю служат. Нагайцы находились всегда в передовом полку, показывая героизм и доблесть. Во время затруднений с продовольствием они делились с русскими воинами последними остатками своих припасов. За отвагу героизм многие нагайцы получили от российского правительства грамоты и богатые подарки. После смерти Бия Исмаила в 1563 году русско-нагайские отношения резко обострились. При преемниках Исмаила и его сыновьях Бии, Тинахмете 1563-1578, Бии, Урусе 1578-1590 годы, нагайские князья, находя номинальную зависимость от Москвы, фактически старались восстановить свою самостоятельность. Так Бий Тинахмет через своего посла в Крыму прямо заявил, что теперь нагайцы не хотят дружить с Россией, не хотят, подобно Бию Исмаилу, на себе крест положить. В результате началась массовая откачевка нагайского улуса Большого Нагая при Черноморские степи, ближе к Крымскому ханству. Здесь они вступали в союз с крымским ханом Девлет-Гиреем. Это было началом перехода в крымское подчинение, однако этот союз тогда продолжался недолго. В 1574 году вновь прибывшие нагайцы рассорились с крымцами. Князь Тинахмет Мурзы обвиняли крымского хана Девлет-Гирея в том, что он стравил их с российским государем, подбил к участию похода на русские земли. А теперь, когда нагайцы подвергаются нападениям русских воинских людей, никакой помощи им не оказывает. Нагайцы, проживавшие в Крыму, подвергались жестокой эксплуатации со стороны крымского хана. Им не давали мест для кочевья. Нагайским мурзам со своими улуцами ничего не оставалось, как откочевать на Дон, несмотря на попытки крымского хана Девлет-Гирея силой удержать их. Однако здесь на Дону беспокоили донские казаки. Отношения нагайцев в 1573-1585 годы достигли наибольшей остроты. Большие нагаи продолжали неутомимую борьбу с Москвой. В 1574 году крымцы вместе с нагайцами напали на Рязанскую землю, а казанцы приступали к Нижнему Новгороду. Годы 1575-1578 годы составляют третий период Ливонской войны, который примечателен перерывом в нападениях крымцев на Россию и одновременным усилением активных операций
войск в Ливонию. От 1575 года нет сведений о набегах татар и нагайцев. Но в 1576 году акерманские нагайцы приходили в Новгороду Северском, а нагайцы Большого Нагая под Темников. В 1577 году на русские окраины совершали набег нагайцы Дивеевы, нагайцы Большого Нагая. В 1578 году Дивеевы, Козыевы и нагайцы Большого Нагая вместе с азовскими татарами. Перерыв нападений крымцев на Россию в течение 1575-78 годы был вызван обострением в отношении Польши с Османской портой и Крымом вследствие вмешательства двух выходцев из Польши, Ивонии и Подковы, которые при помощи вооруженных отрядов, набранных ими в пределах Польши, в основном из украинских казаков, пытались захватить власть Молдавии. В 1578 году крымцы совершили нападение уже после того, как мир между портой и Польшей был возобновлен. После 1578 года наступает последний заключительный этап Ливонской войны. Российское государство обороняется против объединившихся Польши и Швеции и против Крыма и чести выходит из борьбы. Заключив мир со Стефаном Баторием в сентябре 1578 года и обязавшись ему военной помощи, крымцы фактически не могли в должной мере выполнить этого обязательства. Порта посредничала при заключении мира между Польшей и Крымом, начавшейся в 1578 году в войне с Шахским Ираном. Крымцы два раза в 1578-1579 годах совершали походы против персов. Не будучи в состоянии воевать против Москвы, крымский хан побуждал к нападениям нагайцев. По донесениям русских гонцов у нагайцев с этой целью постоянно проживали крымские послы. От 1579 года мы не имеем сведений о нагайских набегах. Даже большие нагаи, во главе с которых с весны 1578 года стоял Би-Урус, вынуждены были воздержаться от них. Из переписки с Би-Урусом довольно ясна причина этого воздержания. Иван Грозный задержал в Москве нагайского посла Яндемира со всеми сопровождавшими его нагайцами и отправил на Ливонский фронт, чем к досаде Би-Уруса и Мурс лишил их свободы действий. В 1580 году нагайцы всех улусов не один раз совершали набеги на российские земли. В них участвовали крымцы, освободившиеся от персидских походов. Набеги охватили всю российскую окраину от Белева до Алатыря. Восстания в Казанской земле не прекращались и отвлекали силы для борьбы с ним. Яицкие казаки в 1581 году подвергли новым погромам Саращик. В ответ на это Би-Урус захватил русских послов Девочкина с товарищами и распродал их в Бухару и другие страны. Отношения с нагайцами достигли наибольшей остроты. Таким образом, хотя нападения нагайцев и крымцев на татар на Россию и не имели такой силы и целеустремленности, как во времена Девлет-Гирея, они все же сохраняли значение постоянной и серьезной опасности. У российского правительства не хватало сил покончить с Казанским восстанием и разжигавшим его нагайцам в этот решающий период борьбы на Западном фронте. Отношения нагайцев с Москвой в 1573-1585 годы достигли наибольшей остроты. Большие нагаи продолжали неутомимую борьбу с Россией. В начале 1585 года Би-Урус и Мурза Тинбай жаловались крымскому хану Исламгирею на тяжелое положение нагайцев, страдающих от нападений казаков, просили его сообщить турецкому султану, что большие нагаи по-прежнему готовы ему служить. В создавшейся обстановке российское правительство приложило максимум усилий для того, чтобы привести больших нагаев к повиновению. Би-Урус, скрипя сердце, вынужден был подчиниться российской власти и детей и дать пастрахам аманатов. Но это подчинение было вынужденным и непрочным. Уже в период правления крымского хана Казгирея 1588-1607 год к нему возвратились казыевские улусы и части больших нагаев. Последние поселились вместе с казыевцами под Азовом. Из числа Мурз больших нагаев отошли от Астрахани сыновья Би-Уруса, Мурзы, Саты, Хан, Янарслан, Кучук, Тинахметов, Шадахмет, Магмед, Мурзин сын, Нурадин и другие. На левой стороне Дона располагалось до 15 тысяч человек из больших нагаев, прибывших из-под Астрахани.
крымцы и казаевские нагайцы пытались силой заставить улусы больших нагаев перейти Дон, которые этому сопротивлялись. Стали происходить кровавые столкновения между людьми больших и малых нагаев, продолжавшиеся с 1588 до 1590 годов. В этих битвах погибли Сате Мурза Урусов и Нурадин Шедахмед, а также Бей Урус и Бей Казаевской Орды Яхшисад. Большинство мур со своими улусами вновь ушли под Астрахань. После гибели Бей Урусов престол наследовали Урмамбет Мурза, это 1590-1597 годы, Тинмамед Мурза, 1597-1600 годы. Эта смена сопровождалась ожесточенной борьбой между двумя группировками мурз – Урусовыми, Тинбаевыми и Шихмамаевыми, алтуульцами и казаевцами с одной стороны и Тинахметовыми с другой. Междоусобная борьба, обострившаяся в конце XVI века, резко ослабляла как внутренние, так и внешние позиции Большого Нагая. Постепенно, но неуклонно она клонилась к распаду. Российские власти не оставались в стороне от этой борьбы. Цитирую, повелели астраханским воеводам их ссорить их. Широко используя борьбу между нагайским мурзом для укрепления московской власти в Орде, царь настойчиво поддерживал потомство Бея Тинахмеда, в частности, дал Бею Иштерегу помощь царскую рать с огненным боем. Таким образом, русско-нагайские отношения во второй половине XVI века были сложными и противоречивыми. Если Бей Исмаил до конца своей жизни был верен России, то при ближайших его преемниках, особенно при Тинахмете, Орда заколебалась. Стремясь восстановить свою былую независимость, преемники Бея Исмаила в течение 70-х и первой половины 80-х годов XVI века вели ожесточенную борьбу с Россией. Тем не менее, московскому правительству удалось, хотя и формально, на время восстановить свое верховное право над большими нагаями. Спасибо за внимание. Азат Тагирович Бердин, член экспертного совета при ФАДН России, кандидат философских наук. Тема выступления – современная рефлексия связи Башкортостана с Золотой Ордой и постордынскими образованиями. И также будет презентация историко-картографического атласа народов Башкортостана. Ассаламу алейкум. Значит, добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад оказанной мне честью приглашение на джумановские чтения, поскольку для меня, да и вообще в целом, это не просто научный семинар, научная конференция, но и здесь имеет место достаточно такая весомая эмоциональная составляющая, потому что это мероприятие имеет прямое отношение к просвещению, вообще к национальному бытию нагайского народа, братского нагайского народа. Вот, и я пользуюсь случаем передать привет из Башкортостана нашим нагайским братьям. Значит, о чем бы я хотел сегодня поговорить в рамках темы нашей конференции. В общем-то, речь пойдет, во-первых, о том, как вообще в целом интерпретируется вот эта постордынская тема в современной историографии, и, пользуясь этим, показать некоторые наши собственные опыты, собственные проекты в Башкортостане. Вот, в частности, атлас народов Башкортостана, это историко-картографическая работа. Естественно, за 10 минут подробно мы порассуждать на эту тему не сможем. Я просто что хочу вкратце отметить вот какие тенденции. Вот смотрите, сейчас мы, наша группа научная, я являюсь директором Центра социокультурного моделирования. Это оно по поддержке гуманитарных и общественных наук. И мы ведем ряд проектов, в том числе проект, уже пользующийся в науке федеральной известностью, это школа молодого этнополитолога, до этого вели вот по подчеркам России и так далее. Сейчас мы в том числе в рамках школы здесь в Астрахани находимся.
Так вот, она, вкратце говоря, заключается в том, что чтобы проводить такие когнитивные площадки для экспертов, ученых и общественников в различных регионах России. Да? И вот небольшой спойлер, потому что некоторые из вас, возможно, будут присутствовать у нас. Там будет обсуждаться в том числе на одном из выступлений концепция нового учебника по российской государственности. Учебник истории по российской государственности. Докладчиком будет Александр Викторович Овчинников из Казани. Дело в том, что там как раз достаточно подробно задевается ордынская тематика. И в несколько таком старом новом ключе, я бы сказал, который очень понравится, например, в том числе вот нашим братьям, соседям из Казани. Там есть и достаточно разумные вещи, которые тоже могут не понравиться, но мы, например, вполне согласны, это нормально, в общем-то, в научном импортном сообществе соглашаюсь, с чем-то нет. Но, мне кажется, там есть, нам нужно в том числе и здесь обозначить свою позицию, потому что имеет место попытка выплеснуть с водой ребенка. То есть отражение Орды, истории Орды в негативном ключе. Вот. Я считаю, что это уже в прошлом, что такие оценочные вещи уже не нужны. И то, что мы вот в постсоветское время все-таки прошли определенный путь, где было не только плохое, но и хорошее, ну и в частности нейтрализация оценок в адрес Орды. Естественно, ее там и излишне ее и идеализировать не нужно, но это нормальное, большое интергосударственное время. То же самое с постордынским образованием. Это очень сложное, мы теперь знаем, очень сложное образование, все это наша общая история. И поэтому опять возвращаться к старому клише я просто не вижу смысла, и это надо четко обозначить. Вот. Правда, почему, однако, эта тема чуть сложнее? Дело в том, что на тему Орды, вы знаете, именно в современной историографии, я подхожу вот именно как обществовед, есть много спекуляций. Причем в том числе политических спекуляций, в том числе поддержанных политически. Ну вот, например, опять же, у наших соседей в Татарстане, вот, у наших тоже братьев-соседей в Казахстане, имеет место не просто идеализация Орды, а такая несколько странная борьба за ордынское наследство. Когда кто-то объявляет, что вот это вот они, главные наследники Орды, а остальные так рядом стоят. Вот. Это немножко как-то, даже с точки зрения здравого смысла, это несколько странно. Делить наследие государства, которого давным-давно нет, вот, и после которого, в общем-то, большинство народов России появилось как политическое образование после, потому что не было до этого многих из них в том виде, в котором они состоялись. Вот. И тут особенно меня удивляет, конечно, например, высказывание Дамира Мавлевича Искакова, когда некогда вот такой серьезный ученый вдруг говорит, что если казахи будут претендовать вот на наследство дальше вот этой границы, они получат мощный татарский удар. Какой татарский удар? Какое наследство? Кто будет ему наносить? Вот, что вы делите? Ну, ладно, это в сторону. Но дело в том, что на самом деле это достаточно серьезно, потому что это действительно дискредитировало идею такого нейтрального научного изучения и потом популяризации самой Орды. Да? Тем более про это легко говорить в Астрахани, где археологически очень многие работы ведутся, очень интересные работы, они популяризируются, да, и вдруг теперь мы будем откатываться назад. А дискредитация тоже понятно, потому что говорят, вот смотрите, к чему она ведет. Вот таким вот спекуляциям, которыми согласны все соседи, потому что их тоже это начинает задевать. Они, может, не думали ни о каком наследстве, но если тебе утягивают наследство вместе со всей твоей историей, то получается несколько странно, потому что идентичность, она есть у всех, она у всех историкоцентричная, по крайней мере, в последнее время так получилось. Вот. И вот поэтому наши ногайские братья по этому поводу нам неоднократно про это нас подробно информировали, почему-то их это задевает еще больше напрямую, получалось, да? И просто о некоторых вещах мы даже не знали, насколько все далеко дело зашло на самом деле. И часто задавал такой вопрос, а почему башкиры, вот они приезжали к нам, ознакомились с реалией Башкортостана, с нашей историографией, с нашей наукой, с нашими общественниками, и говорят много конструктивных, даже хвалебных слов, конечно, услышать приятно. Он говорит, а почему вы не занимаетесь, мало занимаетесь ордынской тематикой, и вот из-за этого такие прикосы получаются. Потому что чем отличается позиция Башкортостана, себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот поэтому скажу, что тем, что, понимаете,
у нас исторически так сложилось, что в нашей историографии претензий на ордынское наследство нет. То есть оно, безусловно, в нас, постордынское образование, это в том случае и наша история, но вот такого, что вот это вот наше, а это наше, такого нет. А и в этом было здравое зерно, из которого можно было исходить. В результате, значит, я могу назвать из работ, особенно по постордынскому образованию, прежде всего, конечно, Алдабаева Булата Ахмеровича, Юлдаши Мухаммадович Юсупов, к сожалению, вот он должен был здесь присутствовать, не смог он. У него сейчас очень такие большие мероприятия, он сейчас представит в Бургутай Башке. Но вот я хотел бы презентовать один из проектов, которые посвящены в том числе этой теме у нас. Как раз Юлдаш Мухаммадович должен был презентовать сам по себе. То есть мы тоже включаемся в работу по ордынскому наследству, но не претендуя на что-либо, а просто показывая, как это было в том числе в нашей истории. Ведь у нас тоже было, например, раньше как было принято, я помню еще, когда в советское время у нас был тоже такой курс в школах истории Башкортостана, очень маленький, в рамках общей советской истории, да? Там как было, что вот после Золотой, ну, естественно, Орда плохая, это понятно, потом после Орды Башкирия оказалась разделенной между вот этими образованиями, которые мы сейчас по-сардынски называем, Казанское ханство, Ногайская Орда, Сибирское ханство. Вот, и там все негативные последствия, которые из этого следовало. Однако, естественно, не говорилось, насколько все это было на самом деле сложнее, и насколько был интересен, сложен тоже Ногайский период на самом деле. Потому что в те времена же еще не было национального государства, не было такого, что вот это поделили, это организм разорвали, национальное тело, нет. Юрты, они совершенно по-другому структурировались. Да? У нас, например, многие древности башкирам принято называть ногайскими, хотя они могут вообще никакого отношения к ногам не иметь. Какой-нибудь сарматский курган, но понятно, народная память, она не идет так далеко во времена сарматов. Ногайский курган там и так далее. Поэтому возвращение к этому, в том числе к ногайскому наследию, это достаточно интересная вещь, в том числе популяризации. Значит, наш центр, Центр социокультурного моделирования, оно, значит, сейчас презентует атлас народа Башкортостана, 2 октября у нас закончится этот грант. И, значит, идея основная состоит в том, чтобы вкратце, популярно рассказать историю каждого из народов Башкортостана, которые вот, как они появились на этой земле, как они, значит, здесь, какие были миграции, какие урбанизационные процессы и так далее. И все это иллюстрация через как, потому что известно, что любой народ смотрит на себя как бы сверху прежде всего, да? И как вот это все формировалось. У нас есть... Дальше. Посмотрите, мы берем, начиная с всех карт, до которых можно дотянуться. Прежде всего, средневековая карта. В том числе и карты, естественно, Меркатора и братьев-цыгане, вот с этим знаменитым кейсом города Башкор там, и так далее. На этом лекции на этом останавливаться. И кроме того, я надеюсь, вы это еще увидите, в том числе мы постараемся, чтобы в интернете это было на сайте Дома дружбы народов. Я могу здесь сделать маленький спойлер, все-таки новизна должна быть охватит. Там будут и некоторые карты, которые у нас, по крайней мере, на территории Российской Федерации ни разу не публиковались. В том числе, например, корейская карта начала 15 века, вот, где, по предположениям, в частности, некоторых казахских исследователей, там как раз есть и топоним, обозначающий Башкирию. Сам я это комментировать не буду, потому что я, во-первых, не специалист по этому поводу, во-вторых, у меня само сомнение есть в данном случае, можно ли там, по сути, только от того, что на Ба там начинается, считать, что вот это именно Башкирия. Я вот как историк более поздних периодов, но всегда скептически к этому отношусь немножко. Но там, в общем, будут такие интересные вещи. Вот средневековая будет традиция западноевропейская, потом далее будет, естественно, арабо-мусульманская, точнее, географическая традиция, далее вниз. Вот, далее, по средневековью говорили. Далее, естественно, уже русская традиция, в том числе из книг большого чертежу там, и так далее. Да? Вот эти вещи. Да. Ну вот, пожалуйста, западноевропейской традиции, далее вниз. Естественно, уже... Да, кстати, карта 18 века, там будет одна из карт, где Башкирия обозначена как Башкирская Орда. По этому поводу есть целая статья, правда, не про эту карту, вообще статья Булата Ахмеровича Азнабаева,
где он рассказывал, когда этот термин появился в русской, точнее, не историографии, а исторической переписке. Это было после восстания, последнего удачного башкирского восстания 1905-1911 годов. Это знаменитая Алдаровщина, когда башкиры подходили под Казань и так далее. И когда до 1722 года Башкирия выпала из российского юридического поля, вот, и она прямо в официальной переписке называлась Башкирской Ордой, тогда, поскольку была достаточно мощным ну, самостоятельным образованием, как сказать, самостоятельным, автономным. Кстати, в истории, в российской истории примеры подобному есть, хотя бы Холмское ханство Аюки взять, да? Достаточно мощное автономное образование, которое само вело и переписку с другими акторами. И, в общем-то, основа та же, потому что существуют определенные военные силы, которые она может поставить. И так далее. В этом, кстати, сила России, потому что у нее вот эти сами по себе автономии, опыт взаимодействия с ними, формирование таких структур, включая достоветские, советские и нынешние периоды, это великая мощь, великая сила. Вот несостоявшая сверхдержава Восточной Европы, Речь Посполитая, не смогла такие вещи устроить и развалилась, как известно. Россия смогла и существует по сей день. Но далее, значит, это карты 19 века, 20 веков, и далее возьмем, просто я скажу еще несколько слов, что вот, естественно, вот так по каждому народу далее поставим, по каждому из народов, там, по башкирам, татарам, включая субэтнические образования вроде Мишари, например, там, и так далее, по каждому из них у нас все это будет. Пожалуйста, в конец еще дальше. Вот где карта Башкирии же есть, зелененькая такая, вот сюда поставим. Вот. И на этом я, пожалуй, завершу. Я просто скажу теперь, что какие у нас перспективы развития проекта. Мы до этого, у нас есть патент, мы делали уже проект религии Башкортостана, когда в интерактивном режиме поставили примерно вот такую карту, да, с подробным описанием религии, которые существуют на территории Республики Башкортостан. И если кликаешь, нажимаешь на любой из районов Республики Башкортостан, там вот видите, кружки такие, там есть вот это ислам, там это православие, там, ну это, допустим, буддизм, хотя буддизма очень исчезающе мало, ну там так вот, ну и другие там, вплоть до иудаизма, христианизма и так далее. Ну любой из них нажимаешь, в интерактивно появляется перечисление карты районов и перечисление, что где по данной конфессии в этом районе есть. Так вот, мы хотим тоже примерно по схожему образцу выложить потом вот наш атлас, а это будет большое подарочное издание, из-за этого достаточно технических сложностей. Мы хотим его выложить в интернет, чтобы видели все. Чтобы все видели, все могли увидеть, высказать критические замечания и вообще поучаствовать вот в этом акте посвящения, который мы по мере сил попытались сделать. И этим внести свой посильный вклад, в том числе и в развитие перечисляемых нами проблем вот в рамках освещения истории Золотой Орды по Волжье, потому что там, безусловно, одни из самых интересных карт – это карты ордынского и особенно постордынского периода. Вот с Ногайской Ордой, там потом уже Башкирской Ордой там, и так далее, по всем вещам. В общем, с ордынский период от 18 века, я считаю, самые интересные вещи постордынского. Ну, карта 19 тоже вот, там много интересного есть. Но вот я, чтобы дальше не увлекаться уже, поскольку это наш проект, о нем авторы могут говорить бесконечно. Еще раз огромное спасибо. И завершая, хочу сказать, чтобы вот мое пожелание, чтобы таких проектов было побольше, потому что чтобы мы совместно могли работать над популяризацией нашей истории. Вопросы, может быть? Вопросы, пожалуйста. Да. Нет, ну, Азат Тагирович. Да. Вот вас зовут Азат. Азат. А Азат ведь нагайский. У вас есть немножко вот... Я понял. Понял, да? Понимаете, Азат это очень распространенное на самом деле у тюрок имя. И к моему удивлению, оказывается, не только у тюрок, а у народа, который вообще никакого отношения к тюркам не имеет, потому что мне, например, армяне говорили, что Азат, отменишь, что ли? Оказывается, у них тоже Азат. Причина какая? Та, что на Кавказе азады, ну, они более жестко произносят через «д», да, это было целое сословие, как йомены в Англии, то есть это, можно сказать, крестьяне-воины. То есть свободные люди, проще говоря. На Востоке, ну, в смысле, вот в тюркском мире, азат, ну, значение именно, естественно, свободный. У нас азат, азатлык, свобода, азат свободный и так далее. Я просто еще, почему меня ваш вопрос заинтересовал,
когда я был маленький, я вот помню, во дворе Азат был единственный. Это было редкое достаточно имя. Сейчас у нас Азатов, я не знаю, или по ветру, или после перестройки такое пошло, вот кого не ткни, вот тут везде Азаты. Все свобода прямо обуяла все, как в феврале 17 года прямо. Азат. Вот даже просто известный вице-премьер Азат Бадранов. На этом стоит Азат там, Давлетов, Азат, тут еще там стоит Азат Сальманов, ну и так далее. Такие дела. Азат Сальманов, еще вот этот вопрос. Вот смотрите, вы затронули вопросы, которые вот 500 и там есть 600 и вот так. Народ того времени, вот на каком языке это говорили? Башкирский? Башкорстан? Или как тогда назывался? Смотрите, вот дело момент в том, идет тут. все времена вообще не существовало. По-моему, Я понял. Все времена, я понял ваш вопрос, если я правильно понял, если неправильно поправите. Значит, в те времена литературных канонов языков не существовало. Не все, конечно, то есть формировался, тогда формировался, например, чагатайский, это чагатайский, сами понимаете, нет такой нации чагатайцев. То же самое можно сказать и про, не только про испартюшские, кипрославянские, кипромонгольские языки и так далее. Тогда только еще учились люди формировать литературные каноны, поскольку не существовало массовой прессы, которая всех бы выучила, массовых школ, которые бы все бы выучили, и вот ты говоришь вот только вот так. Вот, поэтому таких языков не было. Тоже тюрки на самом деле очень книжный язык. Он даже в 19 веке был очень книжным. И потом, когда движение джавидов, которое во многом сформировало, кстати, наш братский татарский народ, оно же основывалось как раз на том, чтобы наоборот освободиться от оков старого тюрки, по крайней мере, половского варианта, потому что он мешает чему? Формированию на основе разговорной речи какого-то нового литературного языка, который какой-то новый коллектив признает своим. И когда там Маржанин говорил, кто ты татарин, они формировали новый народ, новую нацию, новый народ, для которого будут вырабатывать уже по канонам 19-го, 20-го, точнее уже веков литературные языки. Потом, поэтому и татарский, и башкирский, например, языки, они были самые продвинутые, потому что они ближе всего к городам, грубо говоря, да? Даже они сформировали свои литературные нормы только в начале 20 века. Татарский чуть раньше, башкирский чуть позже, именно уже в советское время, когда выработались литературные нормы. Это принесло и проблемы. Схожие, кстати, есть проблемы ногайского языка, потому что норма сформирована только одна, а диалектов много. Причем схожих между собой диалектов. В Башкирии, прямо еще гражданская война не остыла, она у нас же очень горячая была, потому что помимо всего прочего, она везде, конечно, была страшной. Но там, помимо всего прочего, нас еще формировали как на Первую Республику. Вот Нагайцев, кто-то приезжает, им очень нравится, что у нас в Башкирии называют Первая Республика. Потому что она у нас юридически первая в составе Российской Федерации СССР. И единственная, которая была образована договорным путем. То есть на условиях перехода башкирского корпуса на сторону красных, если им там оставят республику, ну пошла-поехала история. Вот. И там разразилась целая полемика, например, между Балиди и Шагитом Гудайбердиным. Гудайбердин ему говорил, если сейчас мы поставим в качестве языка язык максимально далекий от того, что татары вырабатывают, от нас отвалится половина башкир. Потому что на северо-западе Башкортостана язык фонетически очень похож на тот же самый татар. Хотя они башкиры, во всех переписях встречаются как башкиры, считают себя башкиры, служат в башкирском войске и так далее, и так далее. Вот. Эта проблема потом была очень острая. Но потом, когда вот началось сталинское такое ранжирование наций, в принципе, абсолютно объективно действительно необходимое для социалистического строительства, нужно, чтобы были четкие какие-то градации, чтобы ясно было, с кем работать. Вот. Там не было времени рассуждать о диалектах. И тогда было принято решение, что каждой нации по своей территории, по своему диалекту, то есть по своему языку и так далее, все как в Европе. На сложности внимания не было возможности обращать. В результате для башкирского языка канон взяли в основном на основе диалектов горных башкир, то есть юго-восточных. Вот. Почему он максимально удаленный от татарского? Ну и тем самым произошло то, о чем Шагит Гудайбердин говорил. В этом случае, получается, остальные башкиры, если диалекты были другие и не имели рядом существующей сильной тоже литературной традиции, все было бы нормально, они бы туда опять вошли в орбиту более сильной. А тут рядом Казань, и получился феномен татароязычных башкир. То есть сами башкиры говорят все же на этом языке, почему-то татарский. Считается, что он татарский. Тут еще Жаба добавил собственную башкирскую интеллигенцию постсоветского периода, когда был наивный национал-романтизм такой, суверенитет, все дела.
И они стали уже иногда выдумывать, что это из-за того, что вот они татарились, вот на татарские учителя приезжали и так далее, что еще больше запутали. Потому что для них литературный канон башкирского языка это уже святыня. Это не то, что когда-то было создано, как все языки на самом деле были созданы, это мифологическое сознание это не воспринимает. Все вот это святыня, значит, он всегда был таким башкирским. Он не всегда таким. И очень хорошо, что мы, в том числе с нашими нагайскими братьями, с братьями из Астрахани, ну, естественно, не только с нагайскими, и с Казани мы еще будем работать, все будет нормально. И из Кавказа, это все. Вот это сейчас понимаем и работаем над этими сложными вещами. В том числе над Кисом, вот этих диалектов, северо-западного диалекта. У нас, например, у вас еще интереснее, у вас вообще богатство какое. Канагаш, юртовцы, все вот эти, я даже не разбираюсь, но так и так интересно. Башкиры знают юртовцев, да? Ну, я не могу сказать. Давайте немножко. Очень интересно у вас. Я же про это говорил на Нагайском собрании, что сила нагайского народа, что это удивительно, то, что у нас, мы к этому не привыкли. У нас все надеются на Уфу. Вот все, Уфа, оттуда идет. В Казани тем более, хотя в Казани у них еще есть мощные диаспоры, конечно, они в этом молодцы. Вот. У нас нет диаспоры в Башкирии вообще. Башкиры где-нибудь, это не диаспора. Они все равно смотрят на родной Урал. Они жить без него не могут, все это там все. А здесь у нагайцев астраханские это одно, кавказские другое, и они превратили эту слабость в силу. Потому что все вот эти равные сами по себе, они, знаете, это напоминает, как устроено было само башкирское общество внутри себя, по кланам. Есть клан Табын, громадный клан Табын, есть маленький клан Тунгаур, там, но они все юридически равны. И поэтому победить их очень сложно, потому что это тут надо с каждым делом сопатироваться. Спасибо. Спасибо, Казак Я не знаю, вот вы ответите. Вот сейчас татары, это, в Казахстане карты же издают. А? Карты издали же. В Казахстане. В Казахстане. Да. Очень много карт. Какое отношение? Как? Ну, Да, старик. сейчас, да еще штучки, нет, сфотографировать, можно не дать, я еще тоже. Сфотографировать? Вот поставить опять, я не сфотографировать. Я пока отвечаю не как раз, потому что времени терять. Это по картам с Казахстана, да? Да. Название поставить? Так вот, значит, что касается карты Казахстана. Ну, то, что у них много карт, это очень хорошо, мы в общем-то рады за наших казахских коллег. Работа с картами – это замечательная работа, и я вам так скажу, вы знаете, у нас параллели целые есть. Вот, например, у нас был такой проект «История башкирских родов», вы же помните, знаете, да? В Казахстане тоже был очень похожий проект. Я там видел шикарный том тома. Там я написал. Нажми, чтобы крупно было. Вот, Вот, вы так сделали. давайте сфотографируем. Вот так. Вот, например, тома тоже шикарный, такой интересный. Правда, я думаю, что у них, наверное, еще все богаче оказалось нет. Там просто кто-то богатый из рода тома сумел себе обеспечить тома. У нас нет, у нас 40 там, нашли вот 40 племен, все, что могли найти по каждому тому. То есть такие параллели, они возникают, это нормально, это просто обычная научная работа. С картами они молодцы, конечно, но иногда не совсем, ну, как и везде, бывают и перекосы. И поэтому относиться нужно ко всему в научном мире, и в Казахстане, и в Башкортостане, и в Дагестане, и в Астрахани, везде, с осторожностью. Я уже поэтому сейчас поделился радостью, что вот у нас есть корейская карта. Казахские исследователи считают, что вот там упомянутый Башкир, мы очень рады, но это надо смотреть, это надо проверять. Я почему говорю? Я вот не говорил про это, я с огромным уважением отношусь к нашим казахским братьям. Но дело в том, что там иногда, ну как бы сказать, посмотрите, когда по телевидению вдруг рассказывают о 40 тысячах казахов, которые спасли Москву от Наполеона, ну что вот это такое? Как могли 40 тысяч? Я допускаю, что в башкирском войске, которое действительно выставило рекордное количество полков, было такое дело, да, как раз на войну с Наполеоном там могли оказаться отдельные герои казахи, конечно, наверное. Но как уместилось в 10 тысяч, башкиров, всего 10 тысяч туда пошло, понимаете, 20 полков, это 10 тысяч, ну плюс 2 еще ремонтных полка, там, да, безнамерных боевых действиях, это когда задокументировано. Как можно уместить 10 тысяч башкир, 40 тысяч казахов, это у меня как-то, это какая-то новая арифметика непонятная. Вот. И когда это заявляется по телевидению, я понимаю, что не академик заявляет, но это тоже настораживает. Такие косяки бывают и в России, естественно, но их же надо пресекать.
И поэтому к всему нужно относиться очень осторожно, взвешенно, и мы так стараемся. Спасибо. Спасибо. Следующий докладчик Бембеев Евгений Владимирович, кандидат филологических наук, Калмыцкий государственный университет, город Элиста. Тема выступления – история монгольской письменности и ее связь с Золотой Ордой. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, хотел бы поблагодарить тоже организаторов этого круглого стола, и вот в лице Рамиля Ишмухамбетова, который со мной на связь вышел, и пригласил меня от имени организации вашей. К сожалению, его сегодня нет, я почему-то думал, что он будет здесь, но когда позвонил, он говорит, он смог приехать. Вы передадите ему тоже слова благодарности за то, что он пригласил. Для меня это было, в принципе, конечно, неожиданно, потому что вышел на меня мой ученик, который в Монголии находится сейчас. И говорит, есть такой круглый стол, и Рамиль хочет пригласить вас. Мы созвонились, и вроде сегодня я здесь. Очень рад присутствовать здесь, на этом круглом столе, который объединил здесь представителей не только нагайского народа, но и башкирского, и калмыки здесь. И тема моего доклада – это история монгольских письменностей и их связь с Золотой Ордой. В принципе, сразу скажу, что старомонгольская письменность – это не моя основная деятельность, но параллельно я ее тоже изучаю, преподаю и так далее. Поэтому такой доклад сказали, что поближе был к Золотой Орде, поэтому пришлось в ту сторону идти. А так я занимаюсь больше, конечно, старокалмыцкой письменностью, тудо-бичек. И поэтому сейчас хочу немного представить свой доклад. Сразу скажу, что по данным этнологии за всю историю человечества было создано около 7000 языков. Есть большие макроязыковые семьи, и на этой карте показано, что есть огромная семья макроязыковая, это алтайская. Здесь она выделена зеленым цветом, и можно сказать, от Балкан до Северного Ледовитого океана, на всем пространстве Евразии растянулись эти языки. Носителей около более 380 миллионов, по данным тоже Ethnology. И эта макросемья, дальше можно, включает в себя в основном три обыкновенные семьи. Это тунгусская, тунгусо-маньчжурская, монгольская и тюркская. По данным последним глотохронологии, туда включает еще японские и корейские языки. Поэтому 380 миллионов носителей. Это алтайская языковая семья, но можно видеть здесь, что больше всего это, конечно, тюркских языков, носителей около 115 миллионов, потом монгольские языки, носителей около 10 миллионов, тунгусо-маньчжурские их намного меньше, японско-корейские, это просто давно они откололись, и поэтому они тоже из одной праязыковой семьи. Дальше монгольская языковая семья, которая уже ближе ко мне. Группа монгольских языков здесь приводится по принятой Анной Владимировной Дубовой классификации. И на сегодняшний день включает в себя такие языковые группы, как язык монголов Монголии, язык монголов внутренней Монголии, также монгольские языки, которые, они есть разные, есть которые ближе к современным монгольским языкам, это, допустим, монголы, проживающие в Синьцзяне, в Цинхае, во внутренней Монголии, а есть кукунорская группа языков, так называемые, это маргинальные языки, это дунсянский, монгорский, тагурский, и туда, если 11 посмотрите, это язык моголов, моголы или же хазарейцы, которых тоже причисляют к этой южно-монгольской группе языков. И самый западный язык монгольской группы – это калмыцкий язык, республики Калмыкия, есть на карте отмеченный знаком 5. Дальше можно? Это схема распада этих языков и так далее. Собственно, монгольские языки – это свидетельство киданский язык, киданские письменности были. Из них образовались северно-монгольские, которые сейчас есть, это халха, бурятский и так далее. Западно-монгольский – это айратский, калмыцкий.
Южно-монгольский, это я уже говорил, монгольский, дагурский, ширайгурский и так далее. И вот кукунорская группа, это маргинальные языки, баланский, дунцянский, монгольский. Дальше. В разное время насчитывалось около 140 письменностей оригинальных, которая была создана за всю историю человечества. Надо представлять себе, да, что вот 7000 языков, но письменности было намного меньше. Всего лишь 140 там, ну, примерно. Да. Из них в настоящее время живых, ну, которые дошли до нашего времени, используется около 40 графических систем. Дальше. Ну, монголы, являясь одним из древних народов Центральной Азии, создали собственную самобытную цивилизацию. Несмотря на свою малочисленность, монголы внесли весомый вклад в историю, не только мировую историю, да, но и в историю мировой письменности в том числе. Во всей мировой истории нет другого народа, который, как монголы-кочевники, да, которые бы за свою многолетнюю историю создали больше 10 письменных систем. Они были разные, да. Вот. Но письменные системы, они появились тоже не на пустом месте. Дело в том, что это огромное пространство или ареал центральноазиатский, да, он еще до монгольского периода, там уже существовали древние письменности, да, на которых, конечно, вот потом уже базировались и монголы, когда образовали, да, монгольскую империю и так далее. И вот одна из древнейших письменностей, которая была, это письменность Тоба. Ее самое раннее упоминание связано с древнемонгольским кочевым народом Тоба, которые, по данным этих китайских источников, да, вот, они кочевали где-то в 1-3 веке в Забайкалье, Монголии, северной части Большого Хингана. Дальше можно? Еще есть древнетюркское, да, письмо, архон-енисейское письмо, но это тоже все тоже знают. Это письменность, применявшаяся в Центральной Азии для записи на тюркских языках в 8-10 веке. Ну, вот такие руны. Допустим, руна на стеле Бельге Кагана и так далее. Это вот древние свидетельства той древней письменности. Дальше. Собственно, киданское письмо. В середине 9 века возникла Киданская империя Ляо, да, которая просуществовала до начала 12 века. Культура ее была развитой, да, по сравнению там, с соседними народами тоже. И в Киданском ханстве было создано 2 письменности, но которые взяли за свою основу именно китайское иероглифическое письмо. Поэтому было около 1000 иероглифов где-то. Дальше можно? Уйгурское письмо. Да, в жужанский период, это тоже территория одна, как бы ареал один, поэтому, да, вот я говорю в том числе и об этой письменности, была создана на основе сагдильского алфавита, была создана именно уйгурская, древняя уйгурская письменность. Почему я это говорю? Потому что потом, впоследствии, да, Монгольская империя, монголы, Чингисхан именно воспользовался этой письменностью, да, на основе которой было создано, собственно, монгольское письмо. Дальше. Ну и, собственно, уже письменность периода Монгольской империи, да, это тоже отдельная история. Дальше можно? И здесь вот генеалогия монгольской письменности, да, которая восходит, ну, вообще своими корнями, если брать к вообще финикийскому письму, потому что с древнефиникийского было создано древнеарамейское письмо, древние арамеи, да, у древних арамеев эту письменность заимствовали древние сагдейцы, которые через христиан-несторян принесли эту письменность именно вот в Среднюю и Центральную Азию. Потом у древних сагдейцев заимствовали уйгуры, а на основе уйгурского письма, как я уже говорил, да, создали старомонгольское письмо, Ходым-бичик, которое называется, да, и оно уже дало развитие, ну, другим языкам, да, языковым, как бы, этим системам. Дальше. Ну, здесь, да, вот здесь можно, это финикийское письмо, это древнее, да, дальше можно. Это уже арамейское письмо. Хочу сказать, что и финикийское, и арамейское, оно горизонтальное. Да, горизонтальная письменность, дальше можно. Сагдийская, она уже была вертикальная. Да, вертикальная письменная система, дальше можно. Древнеуйгурская, она тоже уже была вертикальная. Да, письменность, поэтому и монголы, соответственно, да, когда создали, уже дальше можно? Да, с формированием единого монгольского государства, и к Монголулус, и во времена Чингисхана, да, там был, в плен попал один уйгур по имени Тататунга, и, собственно, он и создал ту древнюю, да, монгольскую письменность, которая называлась Уйгурджин Монгол-бичик, уйгурско-монгольская письменность. Дальше. Ну, вот она есть, собственно, да, это древние письменные памятники, свидетельства той письменности. Дальше.
ну здесь, в принципе, да, о том я говорю, вот все чингизиды с тех пор писали уйгурскими буквами. Да, хулагиды, потомки хана Хулагу, одного из внуков Чингисхана, принесли эту письменность в Персию. Джучиды, потомки хана Джучи, старшего сына Чингисхана, принесли ее в Дешты-Кипчак. И эти буквы, они употреблялись в качестве официальной азбуки во всех государственных делах, и записывали все решения и так далее. Дальше. Чингизов камень – это один из самых древнейших письменных памятников, который сохранился, да, он находится в Эрмитаже. Вот, был найден в начале 19 века в Забайкалье. Вот, и там, кстати, древняя надпись на этой письменности, да, и она посвящена как раз именно Есунке, сыну Джучи Хасара, это племянник Чингисхана. Здесь я хочу просто рассказать о том, что перевод с тибетского письма на старомонгольский, сверху это вот горизонтальное тибетское письмо, а параллельно вертикальное именно, да, это уже худумбичек или старомонгольское письмо. Дальше. В середине 13 века это уже период внука Чингисхана, Хубилай-хана, да, и Хубилай-хан издает приказ, да, чтобы создали новую письменность, которая могла бы распространиться среди всех народов, которые были под властью, да, династии Юань, которую он основал, и это, чтобы можно было, да, могли читать там не только монголы, допустим, а тибетцы, там, китайцы и так далее. Буквы эти были созданы в 1269 году. Вот, несмотря на особое повеление Хубилай-хана, эта письменность просуществовала только около 100 лет. Ну, собственно, пока империя Юань не распалась, использовалась эта письменность. Ну и то параллельно старомонгольской письменности, вертикальной, да, которая худумбичек была. Дальше. Ну, образцы квадратной письменности такие сохранились. Квадратная письменность, она была тоже горизонтальной. Следующая письменность, которую создали, да, тоже монгольские народы, это письменность Али-Гали. Была создана в 1587 году переводчиком и ученым Аюш Гюш, вдохновленным третьим Далай-ламой Сунам Гьяцо. Дальше. На основе, кстати, монгольской письменности, худумбичек, да, в свое время, уже в начале 17 века, когда была создана Цинская империя, была создана и как раз маньчжурское письмо. Ну, маньчжуры заимствовали эту письменность и создали свое письмо. В 1599 году, да, вот, старомонгольская письменность была адаптирована именно под маньчжурский язык, и таким образом было создано маньчжурское письмо. Письмо, которое являлось официальным письмом именно Цинской империи. Дальше. В 1648 году, ну, это уже надо говорить, что тогда на арену вышли именно западно-монгольские этнические группы, да, которые создали, ну, свое образование, Дюрюн-Дюрют или 4 ойрата, да, известное как 4 ойрата. И тогда, конечно, нужно было создавать письменность, которая наиболее бы четко выражала бы именно как раз тот живой язык 17 века, да, когда ойраты вышли вот именно на арену, где в Центральной Азии. Потому что та письменность старомонгольская, которая существовала тогда, да, она, собственно, не отражала живой язык. Условно говоря, смотрите, вот слово вот старомонгольское пишется и до сих пор, да, потому что это старомонгольское письмо, оно еще живо, оно используется у монголов, допустим, внутренней Монголии, да, как, ну, как бы официальная письменность, наряду там с китайским, да, пенином и так далее. Вот, допустим, слово, если взять богатур такой, да, вот, ну, мы пишем его так на старомонгольском богатур, и до сих пор оно так и пишется, богатур. Но дело в том, что уже в 17 веке, даже раньше еще, да, уже богатур монголы так не говорили уже, не произносили его. Они его говорили уже баатр, потому что вот этот интервокальный г, он уже к 17, ну не то что к 17, еще раньше он выпал уже, да, потому что Рашид ад-Дин, там, допустим, да, или Махмуд Кашгарский, да, которые зафиксировали тоже вот письменность, да, вот в своих словарях, письменных монгольских народов того периода еще, да, там 14-15 века, то они уже отмечали, что вот этого буквы г, которая была, допустим, старомонгольская, ее уже не было. И Зая Пандит это уже чувствовал, слышал, да, что вот не говорили богатур, цагаган, улаган там и так далее, а говорили уже баатр, цаган, улан и так далее, да, поэтому он, дальше можно? В 1648 году создал именно новое письмо, оно тоже было монгольское письмо, потому что он его создавал не сколько для западных монголов, а вообще для всех монголов, да, которые были тогда. Вот, но
в силу того, что восточные монголы отошли под маньчжурскую как бы, империю, да, ушли как бы, под нее, вот, а западные стали противопоставили именно Цинской империи, да, то эта письменность она распространилась только в Джунгарском ханстве и в Калмыцком ханстве. Ну, еще есть вероятность, что в Кукунорском ханстве, но мы пока там свидетельств не нашли, но как бы да, того, ну, тех письменных памятников, потому что там все на старомонгольском. Но как бы то ни было, оно среди айратов имело очень такое широкое употребление, особенно в Калмыцком ханстве, особенно в 17 и больше всего в 18 веке. Дальше мы. Ну, допустим, вот здесь как пример просто письмо старшего сына Аюки Чагдарджапа, астраханскому губернатору. Ну, вот таких писем у нас в архиве более там 1000 хранится, да, они как раз в свое время были переданы из Астрахани в Национальный архив Республики Калмыкия. Вот, ну, если интересно, здесь написано, да, Чагдарджап эгув энде бидин менде, тенде та менде биз, да, урткы зәңге үйнен болва. Гурун түмін цирк лав ирве. Сергейн мордулчы илге та. Хани барытсын елчі, елчиин ижилин көвәғасы, дотрасы орғычы иріп. Ну, здесь слова о том, что вот Чагдарджап, это старший сын Аюки хана, да, один из самых ну, таких известных военачальников в свое время был, да, он пишет письмо астраханскому губернатору, ну, там пролог сначала, да, там, здравствуй, губернатор, ты в здравии, надеюсь, я тоже в здравии и так далее. И здесь он говорит о войсках, которые там идут. Гурун-Тюмен это 30 тысяч войск. Да, ну, идут какие-то войска, но это надо по контексту уже смотреть, наверное, да, вот, такие письма как бы вот хранятся дальше. Ну, образцы письменных памятников на Тудобичек, ну, их много разных. Здесь просто хочу отметить, что по сведениям ученых, там, тому же американскому Бенджамину Лео, да, он говорит, что в 17, особенно в 18 веке Тудобичек, или ясное письмо, это было лингва франка своего этого ареала. Вот и свидетельство тому, допустим, письма, ну, как фрагмент присяги киргизского князя Курбан-Кашки на вечное подданство России 1777 года. Или, допустим, письмо казахского хана Аблая наместнику китайского императора в Синьцзяне, допустим, тоже, это верхняя, которая, да, или письмо алтайского, или как ойротский, ойрот алтайский, есть же ойроты, да, Республика Алтай сейчас. Допустим, их Зайсан там пишет письмо русскому царю, тоже на айратском письме, у них эта письменность тоже была, называлась Узюкбичек. Дальше. Или интересно, да, вот указ императора Цянлуня казахскому хану Аблаю на ясном письме, 1762 год, хранится это письмо в библиотеке СПБГУ. В указе говорится, что казахам запрещается переселяться в Тарбагатай, да, и вот, в принципе, вот письмо именно как раз написано на Тудобичек. Дальше. Следующая письменность, которая была, да, у монголов разработана, это письменность Сойомбо, была разработана в 1686 году преподавателем Дзана Базар, был такой, да, и вот, ну, эта письменность, она тоже вообще долго не просуществовала, всего лишь там. Но самое главное, что из нее осталось, это вот флаг Монголии, допустим, да, у них есть вот такой, ну, логотип, скажем, да, как герб. И вот он, как раз именно первый знак этого алфавита, они взяли его за основу сюда. И вот как современный флаг Монголии, у них как раз это ну, первый знак этого алфавита. Дальше. Ну, буряты, собственно, как таковой письменности не создали, но была попытка, да, создания у бурят этой письменности. И Агван Доржиев, известная личность, это он был как раз представителем Далай-ламы XIII при российском императоре Николае II. Он сделал попытку создать письменность Вагиндера, ее называли, ну, ее назвал, да, и вот, ну, она на основе старомонгольской была, но отражала уже, собственно, как бы бурятский диалект. И вот ее он создал, но, в принципе, она у них не распространилась, и буряты использовали обратно старомонгольское письмо. До, там, 20-х годов, когда поменяли, уже перешли на кириллицу. Дальше. Ну, уже связь монгольской письменности и Золотая Орда, да, вот, ну, понятно, что в период существования Монгольской империи, ну, все государственные дела, официальные там документы, послания и так далее, записи важных бесед, наёнов с лицами, завещания писались на именно уйгуро-монгольском письме, ну, которое он говорил, вертикальное, да, письмо было. В 1237 году была разработана программа по обучению, да, этой письменности. В Хархарине, говорит, в столице империи Чингисхана, город Харахару, были созданы монгольские школы, где обучались как раз этой письменности.
Сохранились письма великих и малых монгольских ханов, да, это письма Абхая, Аргуна, Газана. Дальше можно? Вот. Ну, они хранились, допустим, ну, тот же Чингизов камень и так далее. Да. Известные написанные старомонгольским письмом ярлыки ханов Золотой Орды, Менгу Тимура, Бердибека, Белика, грамоты Тайдулы и так далее. Надпись на золотой пайдзе – это символ государственной власти и своего рода удостоверение личности высокопоставленных лиц. Поэтому ну, известны эти пайдзы, допустим, с именами ханов Золотой Орды, которые найдены были в разные годы, да, в районах Поволжья, Поднепровья, Крыма и так далее. Вот, есть, ну, дальше посмотрим, есть ярлык, допустим, хана Узбека там и так далее, это пайдза, да? Дальше. Самым известным, да, вот, который, таким открытием, которое было сделано, это вот в 30-м году вот, на левом берегу реки Волги, почти против века, да, была на территории этой автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья, была обнаружена берестяная, ну, несколько берестяных грамот, коробка, да, в которой лежали эти грамоты, рукопись. Вот. Рукопись передали в Краеведческий музей, потом передали в Эрмитаж. И в конце концов вот, ученый, да, выдающийся ученый Николай Николаевич Попко, да, установил, что, как он говорит, да, эта рукопись представляла большой интерес, и притом для монголистов, вероятно, значительно больше, чем для тюркологов. Ибо рукопись в одной своей части принадлежит наиболее ранним памятникам монгольской письменности и к тому же была обнаружена в Поволжье, то есть на территории Золотой Орды, являясь тем самым первой находкой подобного рода. Это обстоятельство заставляет, ну, его исследовать рукопись с большой тщательностью. Да, это он написал в 1941 году, как раз вот в журнале «Советское востоковедение» 1941 года. Дальше. Наиболее ранние, да, письменные памятники, написанные на монгольском языке, служат ценными источниками для изучения многовековой истории и культуры монгольских народов, ну и, собственно, и с их связи с Золотой Ордой. И первая наиболее ценная коллекция была опубликована именно венгерским ученым, академиком Лайошем Лигити, да, известный ученый, который исследовал как раз именно старописьменные памятники 13, 14, 15 веков. Дальше. С 80-х годов, но он исследовал это в 70-е годы, да, издал много работ на эту тему, но после его как бы, ну, ухода, можно сказать, появилось за 30 лет, появилось очень много новых источников, которые были найдены. Там, в Дунхуане, да, мы помним, это в Китае, там, в Турфане находили их и так далее, в других регионах Евразии. И вот новые тексты были как раз опубликованы академиком Тимиртого, да, это монгольский ученый, в его монографии «Монгольские памятники в уйгурско-монгольской письменности 13-16 веков». Вот, и где он собрал приказы ханов, да, тексты 13-16 веков, написанные на монгольском языке, уйгурским алфавитом и их транскрипцией. Дальше. Ну, здесь, в принципе, вот те работы, которые здесь входят в его труд, там есть приказы, письма, допустим, там, письмо Аргуна Филиппу IV, да, или письмо Джильтухана Филиппу IV и так далее, там, на монгольском языке. Дальше можно? Ну, да, я про них говорю как раз. Письмо Аргуна Филиппу IV, дальше. Письмо Ильджиту, монгольскому Ильджиту хану Филиппу IV 1305 года, дальше. Вот, пайдза Узбек-хана, да, почему она интересна? Потому что вот была в начале 20 века найдена на Нижегородской ярмарке, приобретена, то есть сейчас находится в ГИМе, в Государственном историческом музее. Это пластина продолговатой формы, соответственно, для шнура, да, позолоченная надпись на старомонгольской или уйгурско-монгольской письменности. Первая сторона гласит так: «Мюнкы тингрин күчүндур, икышу цали игегендур, узбек кин зарлик кен эсэ бишир кукмен алтху уккы». Перевод такой: «Силою вечного неба, покровительством великого могущества, если кто не будет относиться с благоговением к указу Узбек-хана, тот подвергнется ущербу и умрет». Да, вот такая как бы надпись на этой пайдзе. Дальше. Ну, такая же практически, да, она только уже хана Абдулы. Здесь, ну, в принципе, слова те же самые, да, вот «Мюнкат ингрик ишундур, викашут залин игегендер», да, «Абдулин, зерлик кен эсэбишкул кюмун, алтху уккы». Силу вечного неба, покровительством великого могущества, если кто не будет относиться с благовением к указу Абдулхана, тот подвергнется материальному ущербу и умрет. Найдено вот в селе Грушевка, близ некрополя Екатеринославской губернии в 1845 году. Сейчас находится в Эрмитаже. Дальше.
Нюбская пайза, это тоже интересно тем, что найдена она была в Забайкальском крае, тем, что здесь надпись на квадратном письме. Да, не уйгурско-монгольское, а именно квадратное письмо. Это памятник тоже, получается, квадратному письму уже. Это 14 век. Да. Силу вечного Тенгри, имя императора да будет свято. Тот, кто не будет относиться с благоговением, совершит проступок и умрет. Ну, в принципе, то же самое, только другими буквами записано, другой системой. Дальше. Ну, таким образом, да, необходимо сказать, что на раннем этапе своего развития становления Золотой Орды очень широко, да, употреблялась именно монгольская письменность, уйгурско-монгольская, да, которая, ну, также была известна здесь и квадратная письменность, я так думаю, да, потому что первое было введено Чингисханом для централизованного управления его гигантской империей с помощью писцов, бичекчи или битникчи называли, да, как установил А.П. Григорьев, официальным языком Золотой Орды до 380 года был монгольский, употреблявшийся в уйгурско-монгольской письменной форме. Затем уйгурско-монгольская письменность уступила свое место среднеазиатскому тюрки. Ну, это всем известная, да, письменность. А степень ее географического распространения этого языка в официальной сфере дает наглядное представление такой вид документа, как ярлыки, допустим, составленные на этом письме. Но также они были уже дублированы и на арабском письме. Вот, поэтому, ну, это дарственные грамоты были и так далее, там золотоордынские ярлыки, допустим, Тахтамыша и так далее. По своему языку эти документы продолжают традицию тюрки-джучиева улуса и почти не отличаются от памятников чагатайского языка Средней Азии. А в 15 веке уйгурское письмо уже окончательно уступило место арабскому, что было связано с принятием уже в 13-14 веке ислама, подвластным вот, им в мусульманских странах, и постепенной интеграции их в исламское общество. В принципе, все. Спасибо. Вопрос вот у вас был, когда орел распространить монгольских языков, вы указывали хазарейцев. Ага. Сейчас он на каком языке сейчас общается? Ну, на самом деле, эта запись была ученых начала 20 века. Густав Рамстед, допустим, сам туда совершил, да, путешествие, и он записал там около 100 слов, ну, монгольских слов, на котором вот говорили хазарейцы, да, или же монголы, которые, собственно, есть. На сегодняшний день я, в принципе, сам интересовался этой темой. Когда учился в Москве, встречал вот на рынке хазарейцев, да, они там, ну, торговали в свое время, там, они не говорили уже. Ну, вообще, они даже не понимали, как бы, да, как бы, и, ну, они говорят там на фарси, там, на другом языке, но как бы, на монгольские слова они не понимали. Хотя есть такая байка, у нас ходит в Калмыкии в любом случае, что когда служили в Афганистане наши калмыки, да, и вот, допустим, там идет какой-то бой, там, да, и там они кричат на калмыцком языке, и бой останавливается, да, и потом их зовет там Бача, да, и говорит, пошли там к нам, и все, после этого там, все, ну, я не знаю, я их сам не видел, этих ребят, ну, в принципе, некоторых уже нету, которые об этом написали, но не знаю, насколько это может. Но дым без огня не бывает, такой придумать очень сложно. Ну, может быть, да, ну, может быть и было, я вот, ну, не уверен, как бы, потому что сам я не общался, как бы, не могу сказать точно. А, ну, на самом деле, думаю, да, язык уже, конечно, утратился, потому что даже если взять язык, допустим, сарт-калмыков, которые проживают в Кыргызстане, да, там 10 тысяч, как бы, ну, они уже практически уже на калмыцком языке не говорят. Старшее поколение еще так 80, кому 70 есть носители, как бы, а уже молодежь, она уже полностью перешла на кыргызский язык, и поэтому как бы, вот, ну, как бы ассимиляция произошла. А тем более там хазарейцы, которые там уже, ну, я не знаю, сколько, 7 веков проживают, уже, конечно. Со времен Холодорника. Ну, они монгольского происхождения, как ты знаешь, хазарейцы, да? Ну, в принципе, вот как, да, исследователи, допустим, Рамстед, там, и другие там свидетельствуют, то, да, как бы, они, как бы, ну, какой-то компонент монгольский там был, наверное, тюрко-монгольский, скорее всего, но, как бы, вот. И само слово хазара, на самом деле, это персидское слово, обозначает там тысяча, да. Спасибо. Еще есть вопрос? Очень интересно. Я, пользуясь случаем, тоже хотел, да, ну, сделать небольшой такой подарок нашим организаторам. Я сам еще являюсь, как бы, вот, занимаюсь, то есть, каллиграфией, да, и в калмыцком письме, и в старомонгольском письме. И вот
уезжая в гости сюда, да, я вот написал такую как бы вот, надпись, да, здесь написано на древнемонгольской письме Алтын Орден, Золотая Орда. Вот это. Да, Алтын Орден, это вот уйгурчу, монголчик, бичик, который, да, уйгурско-монгольское письмо. Алтын Орден. А здесь, да, здесь высказывание, ну, Чингисхана, да, знаменитое высказывание его, допустим, Би Батыр болвас, нек Уин Батыр. Билик Батыр болвас, Уин Батыр болва. Богатырь, богатырь, ты силач, да, ты останешься как бы, ты останешься в памяти у одного поколения, как богатырь-силач. Но если ты богатырь своей мудростью, то ты останешься в памяти тысячи поколений. Ну, это высказывание Чингисхана. Вот еще один вопрос. Сейчас вот к этому как раз чуть-чуть. Вот смотрите, я иногда это исламское доказательство, я пишу справа налево, расписываю. Да, а это слева направо. Нет, а это написано Сверху вниз. сверху вниз. Да. Вот у нас